Разрешите представиться. Я Айнур Саспанова, я директор Департамента возобновляемых источников энергии Министерства энергетики. Сегодняшняя цель проведения вебинара – ознакомить потенциальных инвесторов в рамках предстоящих аукционов 2020 года, которые мы планируем провести в ноябре-декабре этого года. И у нас запланирована серия вебинаров, которая будет проходить в сентябре-октябре, в рамках которой мы будем информировать вас о тех изменениях, которые есть в законодательстве, о технических вопросах участия в аукционах и так далее. На сегодняшнем вебинаре в качестве спикеров будут выступать от Министерства энергетики я, представитель КОРЭМа, представитель расчетно-финансового центра единого закупщика электроэнергии ВИА, представитель Казахинвеста как основного уполномоченного органа по поддержке инвесторов, представитель компании Тетратек от имени USAID. И значит, в рамках сегодняшнего вебинара мы постараемся ответить на все возникающие вопросы по законодательству и по техническим вопросам участия в аукционах. Разрешите обратить ваше внимание на экран, моя презентация. Пожалуйста, перелистните слайд, я приступаю к презентации. С точки зрения целевых индикаторов на 2020 год мы запланировали довести общую долю генерации от возобновляемых источников энергии 3%, и до конца этого года этот индикатор нами планируется выполнить. В 2025 году в стратегии 2025, Казахстан 2025 планируется довести долю возобновляемой энергетики до 6%, и к 2030 году этот индикатор будет составлять 10%. В долгосрочном периоде до 2050 года доля возобновляемых и альтернативных источников энергии будет составлять половину энергобаланса страны. Это достаточно амбициозная, долгосрочная задача, которая над которой мы работаем в настоящее время. Пожалуйста, следующий слайд. Если говорить про то, какие нормы предусмотрены законом о поддержке возобновляемой энергетики, то вот на слайде они основные перечислены. То есть у нас есть с 2013 года действует единый закупщик электроэнергии ВИА, то есть оффтейк-контракт заключается с расчетно-финансовым центром. Это 15-летний контракт, и я хочу сказать, что в этом году мы инициировали изменения в закон, который сейчас обсуждается в Мажилисе. 15-летний контракт будет увеличен до 20-летнего контракта, и в случае, если 20-летние контракты будут заключаться уже с победителями аукционов 2020 года, то позже, в течение 2 месяцев, мы еще будем информировать. Пока это находится в работе в Мажилисе парламента РК. Типовая форма подключения объекта к электрическим сетям есть, ежегодная индексация тарифов с учетом доллара и индекса потребительских цен в соотношении 70% к доллару и 30% к инфляции. Объект ВИА освобождается от платы за транспортировку электрической энергии, и определена приоритетная диспетчеризация электроэнергии от возобновляемой энергетики. Относительно инвестиционных преференций, я думаю, более подробно будет говорить Казахинвест в своей презентации, поэтому об этом я сейчас не буду останавливаться. Пожалуйста, следующий слайд. По состоянию на текущий момент, на 10 сентября, у нас 105 действующих объектов и уже 1507 мегаватт установленной мощности. Статистика на слайде приведена, я не буду сейчас перечислять. К 2025 году мы ожидаем, что 3 гигаватта мощностей от возобновляемой энергетики будет работать, функционировать в стране. Следующий слайд. Мы, начиная с 2018 года, развиваем аукционный механизм, провели в 2018-2019 году 3 сессии аукционов, и в 2020 году мы уже 4-й раз планируем инициировать аукционы.
Предельные аукционные цены на 2020 год, они представлены в правой колонке. И надо сказать, что определенный успех аукционов 18-19 годов, они вселяют уверенность в том, что и в этом году аукционы ВИА будут международными, и что они будут интересны для потенциальных инвесторов. Следующий слайд. Мы опубликовали график проведения аукционных торгов на 2020 год. И начиная с 9 ноября у нас будут аукционы по разным видам. В этом году мы половина аукционов, то есть ставку большую делаем на гидроэлектростанции. У нас 2 лота по гидроэлектростанциям на 100 мегаватт и на 20 мегаватт. 3 лота по солнечной энергетике, 2 из которых будут проходить в декабре. И это будут проектные аукционы, о которых сегодня будут рассказывать расчетный финансовый центр. И организатор аукциона более подробно остановится о том, каков допуск к аукционным торгам. Следующий слайд. Здесь я тоже особо не буду останавливаться на технике самого допуска к аукционам, поскольку здесь есть отдельная презентация организатора аукциона АО «Курым». Хочу сказать, что на текущий момент вся нормативно-правовая база подготовки к аукциону, она уже есть. И она опубликована и в том числе на сайте Министерства энергетики и зарегистрирована в Министерстве юстиции. Следующий слайд – обязательства победителей аукционных торгов. Самые главные, у нас есть 2 дедлайна, которые необходимо все-таки соблюдать. Первый дедлайн – это после заключения договора с расчетно-финансовым центром в течение 12 месяцев для солнечных станций, 18 месяцев для ветровых и биогазовых установок и 24 месяцев для гидроэлектростанций. Вот в течение этого срока вам необходимо подготовить все предпроектные документы и представить уведомление о начале строительства. Второй дедлайн, он наступает для солнечных станций в течение 24 месяцев, для ветровых и биогазовых 36 месяцев и для гидроэлектростанций 60 месяцев. С даты подписания договора это введение станции в эксплуатацию, то есть необходимо подписать акт ввода в эксплуатацию. Ну и я хочу подчеркнуть, что в этом году новелла – это срок ввода в эксплуатацию для гидроэлектростанций. В прошлом году это было в течение 4 лет, в этом году гидроэлектростанции должны быть построены в течение 5 лет. Следующий слайд. Мы буквально одной строкой хотели бы сказать о том, что этот год он непростой, и мы на предыдущем вебинаре об этом говорили, но тем не менее я хочу для потенциальных инвесторов также уверить, что в случае, если возникают вот такие нестандартные ситуации, как в этом году пандемия COVID, которые на проекты возобновляемой энергетики сказались напрямую, поскольку сроки строительства увеличились, усложнилось передвижение людей и доставка всего оборудования усложнилась в связи с тем, что и в других странах есть форс-мажорные обстоятельства. В этом году мы приняли решение и продлили сроки, о которых я вот только что указала. Мы их продлили ровно на год. И в этом плане наши инвесторы были защищены от такого прямого негативного действия пандемии. Ну и, наконец, в этом году мы провели определенную работу, можно следующий слайд, по совершенствованию законодательства. И сейчас в Маджлисе мы обсуждаем, просьба следующий слайд перевернуть, если есть такая возможность. Если нет, я тогда скажу на слова. Да. В Маджлисе мы сейчас обсуждаем новеллы законодательства, которые, мы надеемся, до конца этого года уже вступят в силу. Первое – это долгожданная поправка по
финансовой поддержки со стороны правительства единому закупщику расчетно-финансовому центру. И эта норма, она еще будет обсуждаться с рынком в рамках отдельных правил. Будут правила оказания финансовой поддержки, мы сейчас их разрабатываем, и, конечно, мы вернемся с этим вопросом и проведем еще серию обсуждений. Второе, я уже говорила, вместо 15-летних контрактов победители аукционов будут заключать 20-летние контракты, это уже лучшая международная практика, и я надеюсь, что уже участники аукционов 2020 года смогут победители подписать именно 20-летний контракт. Для проектов гидроэлектростанций в правилах проведения аукциона мы предусмотрели смягчение условий аукционов по отбору проектов гидро. В чем они заключаются? Ну, как вы знаете, для того, чтобы участвовать в аукционе, аукцион является состоявшимся, если есть 130% заявок. Если это 10 мегаваттный лот, то должно прийти 13 мегаватт. И это должно быть не менее 2 участников. В случае с гидроэлектростанциями в этом году мы предусмотрели обязательное участие 2 участников, но 130% участия мы сняли. То есть если даже будет меньше, чем 130% участников заявок, то, ну, допустим, на 10 мегаватт придет 7 мегаватт участников, то аукцион состоится успешным и будет выбран победитель. Но и увеличение срока реализации проектов гидроэлектростанций на 5 лет, я об этом тоже уже говорила. Я хочу сказать, что 2 последние нормы, они утверждены приказом Министерства энергетики буквально недавно, номер 287 от 27.08, то есть от 27 августа. Госрегистрацию мы прошли 2 сентября, и данные нормы вступают в силу 17 сентября. Чтобы вы тоже понимали, в какой срок эти 2 нормы будут, ну, вступят в силу. То есть в ближайшее время они будут уже введены. На этом моя часть заканчивается, и я надеюсь, Алии, я хочу передать слово Алие, я надеюсь, что у нее уже технические возможности появились. И я до конца вебинара здесь, поэтому на все вопросы готова буду ответить. Спасибо. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Сейчас техническая возможность установлена. Приношу извинения еще раз за технические неполадки, которые возникли с нашей стороны. И хотелось бы сейчас вернуться к тематике вебинара. Итак, одним из основных условий функционирования эффективного рынка аукционных торгов является обеспечение структурированности и прозрачности их проведения. И сегодня с нами начальник отдела торгов и аукционов АО «КРЭМ» Акнур Шагырбаева, который расскажет нам более подробно о проведении аукционных торгов. Прошу вас, Акнур. Акнур. Акнур, извините. Здравствуйте, Илья. Да, здравствуйте. Угу. Спасибо большое. Хотелось бы для начала поприветствовать слушателей вебинара. Меня зовут Акнур Шагырбаева. Я рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре от имени организатора торгов в лице АО «КРЭМ». Представляю вашему вниманию презентацию на тему проведения аукционных торгов по отборам проекта возобновляемых источников энергии. В своей презентации я попытаюсь вам подробно рассказать процессы проведения аукционных торгов. На представленном перед вами слайде ряд шагов, которые необходимо пройти потенциальному инвестору для того, чтобы реализовать проект строительства объекта ВИА в Казахстане. Все начинается с публикации графика проведения аукционных торгов
График проведения аукционных торгов утверждается приказом министра энергетики Республики Казахстан, и информация, указанная в графике проведения аукционных торгов, не подлежит изменению в течение календарного года. Следующее. Обращаю ваше внимание на график аукционных торгов. В текущем году нами будет проводиться два типа аукционных торгов. Это аукционы без документации, а также аукционы с документацией. Что имеется в виду? Аукционы без документации – это аукционы, подготовленные Министерством энергетики, в котором приложены земельные участки и точки подключения. При этом для инвесторов не предлагается полная информация о том, что из себя представляет земельный участок, точка подключения и ресурс, потенциал и так далее. Это говорит о том, что после того, как вы станете победителем аукционных торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, вам придется самостоятельно оформлять земельный участок, точку подключения и проходить все необходимые регламентированные процедуры. Согласно графику аукционов, аукционы без документации будут у нас проходить в ноябре месяце. С 5 ноября по 25 ноября текущего года. Аукционы с документацией у нас будут проходить 8 и 10 декабря этого же года. Аукционы документации будут проводиться на проекты «Солнечная электростанция» по 20 мегаватт каждая и включает в себя полный пакет документов, необходимых для инвесторов, который включает исходные данные, маркетинговые исследования, оценку ресурсного потенциала, результаты общественных слушаний, место размещения земельного участка и затраты на землю, схему выдачи мощности, а также технические условия присоединения. Следующий шаг, второй шаг, для того, чтобы реализовать проекты ВИА в Казахстане, вам необходимо будет зарегистрироваться на веб-сайте организатора аукционов. Третий шаг. Для того, чтобы быть допущенным к проведению аукционных торгов, вам предстоит предоставить финансовую гарантию на имя расчетно-финансового центра. То есть в процессе подготовки к аукционным торгам вы будете взаимодействовать с двумя организациями. Это организатор аукционных торгов АО «Карем», а также расчетно-финансовый центр по поддержке ВИА, с которым в дальнейшем победитель аукционных торгов должен будет подписать PPA-контракты. После того, как вы будете допущены к аукционным торгам, вам предстоит принять участие в аукционных торгах. Далее, ваша компания должна будет стать победителем аукционных торгов для того, чтобы подписать PPA-контракт. Согласно пункта 60 правил проведения организации аукционных торгов, после того, как регламентируют, после того, как вы станете победителем аукционных торгов, уполномоченный орган в лице Министерства энергетики в течение 30 календарных дней ваш объект ВИА включает в план размещения объектов по использованию ВИА, а также в течение 5 рабочих дней перечень объектов, производящих организаций, использующих ВИА. После этого вы имеете право подписать PPA-контракт с расчетно-финансовым центром. После подписания PPA-контракта с расчетно-финансовым центром вам необходимо будет внести второе финансовое обеспечение исполнения договора. Если теперь подробно остановиться, следующий слайд, вот в этом же регистрация в торговой системе, она предполагает, что аукционные торги проходят в электронной системе организатора аукционных торгов на сайте АО «Карем». Для регистрации вы обращаетесь на официальный сайт организатора www.karem.kz, после чего переходите в подраздел касательно проведения аукционных торгов vi.karem.kz. Регистрация на участие в аукционных торгах без документации, которые пройдут у нас в ноябре месяце текущего года, для вас будут открыты уже с 21 сентября этого года.
Регистрация на аукционные торги с документацией, которые пройдут 8-9 декабря текущего года, откроются на нашем сайте уже с 19 октября. Теперь, при регистрации в торговой системе вам предстоит загрузить правоустанавливающие и учредительные документы, такие как устав, свидетельство о регистрации юридического лица и так далее. В случае, если вы участвуете в аукционах без документации, при этом у вас есть свой земельный участок и точка подключения, то вам нужно будет предоставить документы, подтверждающие, правоустанавливающие документы на земельный участок, а также технические условия на подключение к сети и письменное согласование системного оператора. После регистрации в торговой системе вы подписываете договор с организатором аукционных торгов на оказание услуги по проведению аукционов. После этого вы можете обратиться уже к организатору аукционных торгов и пройти у нас обучение. Обучение по работе в торговой системе. После завершения всех этих процедур организатор аукционных торгов присваивает вам статус участника торгов. Следующий слайд. Хотелось бы рассказать, что из себя представляет торговый день. Для организатора торгов торговый день начинается до 12 часов по городу Нур-Султан. То есть до 12 мы получаем от расчетно-финансового центра запечатанный конверт с информацией об участниках аукционных торгов, которые внесли финансовое обеспечение заявки для участия в аукционных торгах. Размер финансового обеспечения, то есть 5000 тенге на 1 киловатт-час установленной мощности. Для аукционных торгов с документацией 2000 тенге на 1 киловатт-час установленной мощности объектов по использованию ВИА для участия в аукционных торгах без документации. Хотелось бы со своей стороны отметить, так как данный процесс является финансово затратным, то есть для потенциальных будущих инвесторов, как бы здесь необходимо более быть внимательными, часть финансового обеспечения, потому что повлияет в процессе еще участие в аукционных торгах, то есть от суммы зависимой, которую вы внесли в качестве финансового обеспечения, у вас, возможно, появится ограничение именно на тот мегаватт установленной мощности, на которую вы вносили обеспечение, финансовое обеспечение заявки. Следующий слайд. Торговый день. Торговый день у нас в 13:30 уже в 13:30 в торговом зале собираются наблюдатели. Цель как бы присутствия наблюдателей в процессе проведения аукционных торгов, это обеспечение прозрачности, а также обеспечение, что сами процессы организованных аукционных торгов были проведены в соответствии регламентированных норм, утвержденных в соответствии с законодательством. Следующий аспект – при наблюдателях происходит вскрытие конвертов расчетно-финансового центра и вводится информация о размере финансового обеспечения заявок на участие в аукционных торгах. В 14:00 открываются торги. После открытия торгов вы имеете право подавать свои заявки на участие в аукционных торгах, то есть ваши ценовые предложения. Соответственно, вы можете изменять только в сторону ваши ценовые предложения, в сторону уменьшения. Хотелось бы также здесь отметить, рассказать, с каких цен будет начинаться
торговаться в этом году, начинаться торги в этом году. Предельные аукционные цены по типам выглядят в этом году следующим образом. Для гидроэлектростанции предельные цены, предельные аукционные цены составляют 15 тенге 48 тиен, для биоэлектростанции 32 тенге 15 тиен, для ветровых электростанций 21 тенге 69 тиен и для солнечных электростанций 16 тенге 97 тиен. Теперь хотелось бы рассказать длительность проведения торговой сессии. Торговая сессия у нас состоит из основного времени 1 час. Если в течение и дополнительно, если в течение последних минут основного времени в торговой сессии в торговую систему будут поступать заявки с минимальной ценой, то торговая сессия будет продлеваться еще на 5 минут. В следующие 5 минут, если будет поступать также следующее минимальное ценовое предложение, торговая сессия будет дополнительно продлеваться на 5 минут. При этом максимальная длительность торговой сессии составляет 3 часа. Следующий слайд. Хотелось бы рассказать, из чего состоит заявка, которую вы подаете в торговую систему. Это наименование участника. Также у вас появится окно или поле, в котором вы можете изменить цену на электроэнергию за киловатт-час. Свои заявки выставите объем установленной мощности, минимальный допустимый объем установленной мощности, а также информацию по земельному участку и по точке подключения. Информация по земле и точке подключения – это касательно для тех аукционов, которые без документации. Теперь, какие у нас существуют, следующий слайд, какие у нас существуют условия подачи заявки в торговую систему? Следующий слайд. Можно попросить? Первое. Это вы не можете указать цену, чем выше предельная аукционная цена, установленная по данному типу ВИА. Второе. Заявки с одинаковыми ценами от участников торгов не принимаются в системе. Также в своей заявке вы можете менять цену и менять только в сторону понижения. Также объем вашей заявки не может превышать объема закупаемой мощности. При этом хотелось бы обратить ваше внимание на следующую специфику. В соответствии правил проведения аукционных торгов мы проводим торги для малых и крупных проектов ВИА. Для малых проектов ВИА величина установленной мощности проекта это не может превышать 10 мегаватт. Для крупных проектов ВИА допустимое установленное, допустим, если будет установлено 50 мегаватт, то вы можете подать заявку с мощностью 10 мегаватт и выше, либо 50 мегаватт. Также, как я ранее говорила, ваша заявка, которая может быть подана на аукционы, она ограничена величиной финансового обеспечения заявки, которую вы представили в расчетно-финансовый центр. Шаг изменения заявок составляет не менее 5 тиен за 1 киловатт-час. Следующее. Как определяется победитель аукциона? При определении победителя мы используем односторонний аукцион. При этом для расчета применяется два условия.
Первое – это не менее 2 участников, которые прошли на аукционы. Второе – это не менее 130% суммарной установленной мощности должно поступить заявок от участников. Хотелось бы наряду с этим остановиться на изменениях этого года. В этом году для проекта условия расчета BISTEN документации по типам ГЭС, как для BES, 130% данный механизм не будет применяться. Второе. Предоставление оферты участникам аукционных торгов без документации, не вошедшие в предварительный список победителям по типу ГЭС и BIOS. Согласно пункта 56 прим. 1 правил проведения аукционных торгов, предусматривается расчет для тех участников, которые не вошли в предварительный список победителей. То есть, если участникам была предложена цена, аукционная цена, снижена свыше 50% и более, то цена предложения оферты будет ниже на 1% наименьшей цены. Таким образом, предусматривается следующие диапазоны. Это свыше, если цена была снижена от 30 до 50% на 5%. Если в диапазоне свыше 10 и до 30% включительно, то на 7% ниже наименьшей цены. И если аукционная цена была снижена до 10% включительно, то на 10% ниже наименьшей цены. Следующее. Здесь как раз вот приводятся расчеты, пример цен для аукционных торгов без документации. В графике вот предусматриваются 3 участника. Ихний примерный расчет цен для аукционов без документации. Также следующий слайд. Это пример расчетных цен для проектов BES и ГЭС. Вот то, что ранее мы озвучивали в рамках 56, пункта 56 прим. 1 правил. Если вы обратите внимание, с правой стороны слайда предусмотрены как раз предоставление оферты на подписание PPA-контракта и размер величин, также процент снижения наименьшей цены. Следующий слайд. Аукционные торги с документацией. На сегодняшний день касательно документации по аукционным торгам более расширенно расскажет разработчики, участники, которые участвовали в разработке документации в лице UNDP. Следующий слайд. Можно еще пройти, пожалуйста. Следующий. И еще следующее. Теперь итоги аукционных торгов. Как объявляются итоги аукционных торгов? По итогам торгов мы объявляем победителей, аукционные цены и объемы отобранной мощности. После закрытия торгов участники буквально в течение нескольких минут видят победителей. Мы же публикуем свой реестр победителей в течение 1 часа после закрытия торговой сессии. На следующий день нами направляется в Министерство реестр победителей аукционных торгов, и дальше Министерство энергетики включает победителей в реестр победителей плана размещения и перечень энергопроизводящих организаций. После этого в течение 60 календарных дней победитель аукционных торгов должен будет заключить
контракт расчетно-финансовым центром, и вы должны будете обратиться как бы в расчетный финансовый центр и заключить данный контракт. Хотелось бы также остановиться на институте наблюдателей. Ну, я ранее уже, в принципе, останавливалась, но тем не менее регламент института наблюдателей у нас обеспечивает прозрачное проведение аукционных торгов. Также у нас присутствует 8 независимых наблюдателей, которые определяются уполномоченным органом в лице Министерства энергетики Республики Казахстан. Они наблюдают, как проходят процедуры и правильность проведения процедур в процессе проведения аукционных торгов. Также этот процесс говорит о подтверждении, что аукционы были проведены как положено, непредвзято, то есть без нарушений. На сегодняшний день то, что я вот хотела рассказать в рамках данного семинара, вместе с тем хотелось бы сказать для будущих инвесторов, что на нашем сайте www.karem.kz, также в подсайте по ВИЭ имеется необходимая информация, которая может быть помочь вам в процессе подготовки аукционным торгам. Спасибо за внимание. Также, Алия, хотелось бы поблагодарить вас за данный сегодняшний семинар и за возможность выступить на вашей площадке. Благодарю вас, Акнур, за столь содержательное разъяснение. Отрасль ВИЭ динамично развивается, и 2019 год он ознаменовался внедрением нового типа аукционных торгов, так называемых проектных аукционов. Если в прошлом году был проведен всего лишь один проектный аукцион мощностью 50 мегаватт, то в 2020 году запланировано 2 проектных аукциона по 20 мегаватт. Более подробную информацию о данном типе аукционов нам сегодня расскажет директор департамента расчетно-финансового центра по ВИЭ Дженис Дюйсенов. Дженис, вам слово. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Разрешите приветствовать вас от имени расчетно-финансового центра. В рамках утвержденного графика аукционных торгов расчетно-финансовым центром были подготовлены пакеты документации, необходимых для строительства солнечных электростанций в Кызылординской и Туркестанской областях по 20 мегаватт. Полный пакет документов был подготовлен и размещен на сайте расчетно-финансового центра и АО «Карем». Более подробное резюме по данным проектам сейчас предоставит мой коллега Руслан Досмаил, и мы готовы будем ответить по всем вашим вопросам по документации. Спасибо. Руслан, без слова. Здравствуйте, дамы и господа. Я хочу попросить организаторов включить презентацию по СЭС коммунальной. Я бы хотел представить вашему вниманию краткий отчет по проектной документации для проектов по строительству солнечных электростанций в Туркестанской и Кызылординской областях. Сначала вот мы представим вам результаты по Туркестанской области. В общем, наша проектная документация описывает вопросы маркетинговых исследований, оценки площадки для строительства солнечной электростанции, технико-технологические решения, укрупненная оценка стоимости, а также результаты оценки предварительного воздействия на окружающую среду. Проведенные маркетинговые исследования демонстрируют стабильно высокие темпы роста электропотребления в регионе на уровне 4,5% в течение последних 15 лет, что, несомненно, приводит к дефициту энергогенерирующих мощностей в регионе. Основными секторами энергопотребления в регионе являются промышленность и коммунально-бытовой сектор. Касательно площадки для строительства солнечной электростанции и схемы подключения к сетям, мы можем сказать следующее. Площадка расположена возле города Туркестан и будет подключаться к подстанции коммунальная, принадлежащей акимату Туркестанской области.
У подстанции имеется два соединения. Первое соединение — это одноцепная линия марки АС-70 до подстанции «Университет». Второе подключение — это одноцепная линия до линии Шаульдер-ЖБИ. Вот красным как раз отмечена подстанция коммунальная, и ее два соединения здесь видны на схеме. На подстанции коммунальной имеются два трансформатора по 16 МВА, и подстанция была недавно модернизирована в 2017 году и имеет возможность расширения. Касательно земельного участка, земельный участок для строительства солнечной электростанции находится в 4 километрах к юго-западу от города Туркестан и в 2 километрах от подстанции коммунальная, а также к юго-западу. Площадь зарезервированного земельного участка составляет 64 гектара. Достоинствами земельного участка мы можем назвать ее равнинный характер, то есть это ровная площадка и с пологим рельефом, с отсутствием каких-либо естественных препятствий. К недостаткам мы можем отнести ее неправильную непрямоугольную форму, а также пересечение площадки воздушными линиями 10 и 110 киловольт. Данные недостатки были учтены при разработке проектной документации и были компенсированы. На этом слайде представлены фотографии земельного участка, сделанные с дрона. Здесь можно наблюдать пересечение воздушными линиями земельного участка, но в целом площадка абсолютно ровная и пригодна для строительства солнечной электростанции. Все необходимые инженерно-геологические, гидрологические, климатические изыскания были проведены. Мы покажем подтверждающие документы. И этим слайдом мы хотели бы обратить ваше внимание на необходимость при дальнейшей проработке проекта проведения антикоррозийных мероприятий для стальных и железобетонных изделий. То есть степень агрессивного воздействия грунта для некоторых типов материалов очень высокая, а также следует предусмотреть проведение испытаний несущих конструкций, так называемый раминг-тест. Оценка солнечного потенциала площадки была выполнена в специализированной программе PV-SIST. По результатам расчетов пиковая мощность солнечной электростанции в Туркестанской области составила 18 мегаватт, а максимальная месячная выработка электроэнергии 3,9 миллиона киловатт-часов. Это в летний период. Расчетная годовая выработка солнечной электростанции составила 35 миллионов киловатт-часов. Возможный КИУМ составляет 20%. Коэффициент использования установленной мощности. На данном слайде мы приводим все полученные документы. Мы получили письмо о резервировании участка от Акимата Туркестанской области, письмо касательно объектов историко-культурного наследия, протокол измерения содержания радона, протокол дозиметрического контроля. Письмо также было получено от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Было получено санитарно-эпидемиологическое заключение, протокол общественных слушаний, а также были получены согласования схем выдачи мощности с АО «Кигок» и с ТО ЖТ. Так. Как было сказано ранее, в проектной документации предполагается подключение солнечной электростанции к подстанции коммунальная посредством двухцепной линии 35 киловольт. Кроме того, предполагается строительство распределительного пункта 35 киловольт на территории солнечной электростанции, а также расширение подстанции коммунальная на 2 линейные ячейки 35 киловольт. На данном слайде показаны внутриплощадочные объекты, которые включают солнечное поле, инверторы, опорные конструкции и солнечные панели. Предлагаемая схема размещения солнечных панелей под углом 35 градусов обеспечивает оптимальную производительность солнечной электростанции на данной широте. Опоры будут неподвижные, стационарные, без каких-либо трекеров. Ну, это предлагаемый вариант размещения. Площадь установленной солнечной электростанции занимает 60% от общей площади земельного участка, что позволяет в дальнейшем расширить проект. Также была проведена укрупненная оценка стоимости, по итогам которой
Суммарные капиталовложения составили 6,8 миллиарда тенге с удельной стоимостью строительства $620 за 1 киловатт установленной мощности. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду была проведена по 4 направлениям: атмосферный воздух, водопотребление и водоотведение, влияние на растительный и животный мир, шум и вибрация. По результатам оценки мы можем сказать, что влияние на окружающую среду незначительное и не приводит к необратимым процессам. Так, теперь позвольте переключиться на слайд по Кызылординской области. Это второй проект. Здесь были проведены идентичные исследования. Мы также получили схожие результаты. Так, по маркетинговым исследованиям регион демонстрирует еще более высокие темпы роста энергопотребления, которые составляют уже 5% за последние 15 лет в среднем, что также приводит к дефициту энергогенерирующих мощностей. И также основными секторами потребления являются промышленность и коммунально-бытовой сектор. Здесь вторая не подключается. Не подключается? Секунду. Так, извиняюсь, тут, да, презентация не сразу подключилась, но, в принципе, вот это первый слайд с информацией. Подключение будет проводиться к подстанции Аральская. Площадка также расположена возле города Аральск. На подстанции Аральская имеется 2 трансформатора по 16 МВА. И данная подстанция была модернизирована в 2016 году и имеет возможность расширения. Земельный участок расположен в 4 километрах к юго-востоку от города Аральск и подстанции Аральская. Площадь зарезервированного участка составляет 56 гектар. Достоинствами данного участка тоже является то, что эта площадка очень ровная, равнинная и пологая, с отсутствием каких-либо естественных препятствий. Недостатком этой площадки является пересечение ее воздушными линиями 110 киловольт. Вот здесь на схеме видно это пересечение. Также здесь представлены фотографии с пересечением воздушных линий, но площадка также абсолютно ровная и пригодна для строительства солнечных электростанций. Все необходимые также инженерно-геологические, гидрологические, климатические изыскания были проведены. Все документы также будут представлены. Почвы также показывают высокую коррозионность, и здесь нужно предусмотреть тоже антикоррозионные мероприятия и испытания несущих конструкций. Идентично проекту в Туркестанской области все расчеты были проведены в программе PV-SIST. Мы получили максимальную мощность 18 мегаватт, максимальная выработка в течение месяца 3,6 миллиона киловатт-часов. Общая выработка за год почти 36 миллионов киловатт-часов, и возможный КИУМ составляет 20,3%. Были получены данные документы: письмо о резервировании участка от Акимата Кызылординской области, письмо касательно объектов историко-культурного наследия, протокол измерения содержания радона, протокол дозиметрического контроля, письмо от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, санитарно-эпидемиологическое заключение, протокол общественных слушаний, а также согласование схемы выдачи мощности с Кызылординской РЭК и САО КИГОК. Проектной документации предполагается подключение солнечной электростанции к подстанции Аральская посредством двухцепной линии 35 киловольт, а также предполагается строительство распределительного пункта 35 киловольт на территории солнечной электростанции, а также расширение подстанции Аральская на 2 линейные ячейки 35 киловольт. Оптимальным углом наклона солнечных панелей рассчитан угол 35 градусов. Количество солнечных панелей единичной мощностью 335 Вт составляет 59 700 штук.
Общее количество инверторов на площадке составляет 6 штук, 3 мегаватта мощностью каждая. Укрупненная оценка стоимости показала суммарное капиталовложение в районе 6,9 миллиарда тенге с удельной стоимостью $620 за киловатт установленной мощности. И были проведены предварительная оценка воздействия на окружающую среду, которая также не выявила какого-либо значительного влияния или каких-либо необратимых процессов в процессе строительства и эксплуатации станции. В общем, вот вся презентация по проектным аукционам. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Руслан, за детальную информацию. Очень много вопросов касательно размещения материалов данного вебинара. Материалы по данному вебинару будут размещены на нашем веб-сайте. Ссылку мы предоставим. Кроме того, все презентации также будут доступны на русском и на английском языках на нашем сайте. Итак, одним из основных критериев для участия в аукционных торгах является предоставление финансового обеспечения заявки. И об особенностях получения финансового обеспечения и заключения договора с победителями аукционных торгов нам сегодня расскажет руководитель планового отдела Замира Ахметова. Пожалуйста, Замира, вам слово. Сейчас включим презентацию. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Моя презентация будет о финансовом обеспечении, заявки на участие в аукционных торгах и исполнении условий договора. Да, переключай. Вы можете переключать? Вы будете, да, переключать? Алия? Нет, вы говорите, вы не переключаете. Да, хорошо. В целях отбора компаний, имеющих финансовую возможность реализации проекта, законодательством Республики Казахстан в сфере ВИА предусмотрено предоставление финансового обеспечения аукционных торгов. Что же нам нужно знать о финансовом обеспечении? Финансовое обеспечение выпускается по системе SWIFT, должно пройти процедуру авизования в банках-партнерах РФЦ. Комиссии и расходы, связанные с финансовым обеспечением, в том числе и банка-получателя, оплачивает сам заявитель. Выпускается финансовое обеспечение только в тенге, выпускается в пользу РФЦ, выпускается в виде банковской гарантии и резервного аккредитива. Формы финансового обеспечения размещены на сайте rfc.kigov.kz. Следующий слайд. Существует два типа финансового обеспечения. Это финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах и финансовое обеспечение исполнения условий договора покупки. Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах составляет 2000 тенге за киловатт установленной мощности для аукционов без документации и 5000 тенге за киловатт установленной мощности для аукционов с документацией. Срок предоставления финансового обеспечения на участие в аукционных торгах составляет не позднее 2 рабочих дней до даты торгов. Срок действия финансового обеспечения не менее 150 календарных дней с даты аукциона. То есть больше можно 150 дней, а меньше нельзя. Финансовое обеспечение исполнения условий договора составляет 10 тысяч тенге на киловатт установленной мощности. Срок предоставления является в течение 30 календарных дней после подписания договора. Срок действия для каждого типа станций свой, то есть для солнечных станций не менее 25 месяцев, для ветровых и биостанций не менее 37 месяцев и для гидроэлектростанций не менее 61 месяца. Следующий. На данном слайде мы видим схему взаимодействия инвесторов с банками, то есть финансовое обеспечение выпускается банками-резидентами Республики Казахстан и банками-нерезидентами. В случае, если вы выпускаете финансовое обеспечение в банке-резиденте Республики Казахстан, в первую очередь вы должны проверить
соответствие вашего выбранного банка на рейтинг, указанный на данном слайде. В случае, если рейтинг подходит не ниже указанного на слайде, то мы выпускаем банковскую гарантию и авизовываем в одном из банков партнеров РФЦ. На данный момент это два банка: АО «Форте-банк» и АО «БЦК-банк». В случае, если вы выпускаете банковскую гарантию через банк не резидент Республики Казахстан, то ваше финансовое обеспечение должно быть подтверждено выпуском контргарантии банком-резидентом в случае, если банк-резидент имеет рейтинги ниже указанных на слайде. В случае, если банк-резидент имеет рейтинги, равные указанным на слайде, либо выше, то выпущенная банковская гарантия таким банком сразу идет на процедуру авизования в один из банков-партнеров РФЦ. Следующий. Условиями возврата финансового обеспечения является, если участник аукционных торгов не стал победителем и победитель аукционных торгов заключил договор покупки и внес финансовое обеспечение исполнению условий договора. То есть в этих случаях РФЦ полностью, целиком возвращает 100% вашего финансового обеспечения. В случае, если победитель уклонился от заключения договора или не предоставил финансовое обеспечение исполнению условий договора, то в таком случае РФЦ удерживает финансовое обеспечение. Следующий. Условиями удержания финансового обеспечения является, значит, для реализации проекта ВИА у нас существует два дедлайна. То есть первый — это предоставление уведомления о начале строительно-монтажных работ, и второй дедлайн — это предоставление акта ввода в эксплуатацию объекта ВИА. В случае, если вы своевременно предоставите эти два документа, то РФЦ возвращает полностью 100% финансового обеспечения. В случае, если вы нарушаете первый дедлайн и не своевременно предоставляете уведомление о начале СМР, то расчетный финансовый центр будет удерживать 30% от финансового обеспечения. В случае, если вы нарушили первый дедлайн и второй дедлайн, то РФЦ будет удерживать оставшиеся 70% от финансового обеспечения. А в случае, если вы первый дедлайн не нарушили и с опозданием предоставили акт ввода в эксплуатацию, то РФЦ взыщет полностью 100% финансового обеспечения. Следующий слайд. Основными пунктами договора покупки электроэнергии ВИА является, значит, договором предусматривается у нас ежегодная индексация цен на 70% на изменение курса валют и 30% на изменение ИПЦ. Далее, договор дает возможность поэтапного ввода в эксплуатацию, предусматривает рассмотрение споров в арбитраже при МФЦА, заключается на 15 лет, заключается только с победителем аукционных торгов и утвержден по типовой форме Министерства энергетики. Следующий слайд. Ключевыми обязанностями сторон договора является покупатель, то есть расчетно-финансовый центр, обязан заключить договор покупки на срок на 15 лет, оплатить продавцу за весь объем произведенной электроэнергии ВИА, вернуть финансовое обеспечение на исполнение условий договора в случае, если объект ВИА был введен своевременно, и предоставлять ежегодную индексацию цен и тарифов. Продавец, то есть инвестор, обязан своевременно ввести в эксплуатацию объект ВИА, построить электростанцию с использованием нового генерирующего оборудования, предоставить покупателю, то есть РФЦ, финансовое обеспечение на исполнение условий договора в установленные сроки, возместить расчетно-финансовому центру стоимость подготовки проектной документации в случае, если речь идет об аукционе с документацией, и предоставить в РФЦ все документы, предусмотренные правилами централизованной покупки. То есть это своевременно акт ввода в эксплуатацию и уведомление о начале строительно-монтажных работ. Спасибо. Я закончила свою презентацию.
Заключительный слайд. Я хотела еще напомнить, что на нашем сайте в графе «Сектор ВИА» у нас предусмотрено автоматизированное заполнение финансового обеспечения, то есть инвестор может зайти на наш сайт, вбить исходные данные своей компании, и форма финансового обеспечения актуальная, она будет уже в вордовском варианте вам представлена, с которой вы можете в дальнейшем пойти в банк и проработать выпуск гарантий с банком. Спасибо за внимание. Замира, спасибо большое за важную информацию. Хотела бы напомнить участникам данного вебинара, что все вопросы фиксируются, и на сессии вопросы-ответы мы обязательно ответим на все ваши вопросы. И позвольте мне представить следующего спикера. Как мы знаем, что в целях повышения вовлеченности инвесторов в сектор ВИА в Казахстане было разработано руководство инвестора по проектам в области возобновляемых источников энергии. И сегодня у нас есть возможность обсудить этот важный документ с Баян Абулкаировой, заместителем руководителя USAID «Энергия будущего». Баян, вам слово. Добрый день, уважаемые участники. Добрый день, Казахинвест. Спасибо за предоставленную возможность выступить на данном мероприятии. Пожалуйста, презентацию можно, да, мою? Да, секунду, сейчас презентация начнется. Ну, прежде всего, я, наверное, вкратце представлю наш проект, чтобы было понимание, какое мы отношение имеем к возобновляемой энергетике в Казахстане. Можно следующий слайд? Да. Программа USAID «Энергия будущего», она была запущена в конце 2017 года и будет реализовываться до 2021 года. И основная цель данной программы – это содействие странам Центральной Азии в развитии возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности на генерации электроэнергии. Наша программа реализуется вот в 5 странах Центральной Азии, но наиболее активно мы работаем в Казахстане. Ну и в зависимости от направлений и активности правительств других государств Центральной Азии мы оказываем поддержку. В частности, в настоящее время там, Узбекистан более активно также развивает возобновляемую энергетику, и практически все те направления, которые мы реализуем в Казахстане, они на данном этапе активизировались в Узбекистане. Ну вот с партнерами, да, наши партнеры — это Министерство энергетики, системным оператором, с КИГОК работаем активно, с РФЦ, с КОРЭМ, с инвесторами, с университетами, международными финансовыми институтами и другими партнерами. Компания, значит, реализующая компания — это компания Тетротек, ведущий поставщик консалтинговых, инжиниринговых и технических услуг в области, значит, энергетики, водные ресурсы, экологии, инфраструктура, управление ресурсами и другие направления. И на сегодняшний день уже более 20 тысяч сотрудников, порядка 450 офисов работают по всему миру. Это американская компания с головным офисом в Калифорнии. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и сейчас я хочу, да, буквально кратко представить основные направления. Нас уже, в принципе, многие знают, но я думаю, в любом случае, заранее я извиняюсь, если будут, конечно, повторения для тех, кто уже нас знает. Вот, но вкратце представлю основные направления нашей деятельности. Вот, когда мы стартовали в 2017 году, как раз была активная деятельность государственных органов, Министерства энергетики и своих стейкхолдеров по подготовке аукционов, первых аукционов, которые состоялись в 2018 году. И мы также оказывали техническую помощь, консультационную помощь в разработке и совершенствовании правил, соответствующих, сопутствующих документов. Непосредственно мы приобрели оборудование и разработали совместно с нашими партнерами, значит, IT-платформу на сегодняшний день, которая используется для проведения аукционов. Параллельно, значит, у нас блок работы велся по совершенствованию договора покупки в электроэнергии PPA, поднимались и, значит, вопросы финансовой устойчивости РФЦ и другие направления.
связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы возобновляемой энергетики. Ну и, конечно, это все проходило через рабочие семинары, через рабочие группы и обсуждения со всеми стейкхолдерами, в том числе и с инвесторами. Да, и мы разработали руководство, в дальнейшем я вкратце его структуру обозначу. Еще одно направление, которое у нас велось в 2018-2019 году, и на сегодняшний день оно продолжается, это вот вопросы планирования развития электроэнергетики с наименьшими затратами. LCGP, так называемый Least Cost Generation Planning. На сегодняшний день, что мы приобрели лицензию Ардена, было обоюдно решено министерством и КИГОК, что она будет размещена на базе КИГОК. И, значит, несколько сотрудников, значит, Министерства энергетики, КИГОК, РФЦ прошли полноценные тренинги по работе в данной моделирующей системе, то есть Ардена и Dixisland. И было промоделировано несколько сценариев развития энергосистемы с учетом роста доли ВИА, ну, с учетом целевых показателей, ну и с учетом долгосрочных целей там, до 2040 года. То есть данная работа продолжается, промежуточные и окончательные результаты были представлены, и дальнейшее сотрудничество в этой области продолжается с КИГОК и Министерством энергетики. Значит, параллельно у нас ведется блок, значит, вопросов по исследованию вопросов интеграции ВИА в энергосистему. Ключевые партнеры здесь, да, у нас опять-таки КИГОК. Провелась работа анализа влияния возобновляемых источников энергии на устойчивость энергосистемы. Работа также проводится с НДЦ, совместно ведется. Вопросы, значит, поднимались, требования к подключению ВИА и к оборудованию, определенные рекомендации на основе международного опыта, они предоставлены в виде рекомендаций, и также на сегодняшний день находится на совместном обсуждении, и в дальнейшем надеемся, что определенные требования, они будут как бы внедрены в нормативно-правовую, нормативно-техническую базу в Казахстане. Вот, ну и, соответственно, все это проходит, как я уже сказала, в программах моделирующих Dixisland Power Factory и Plexus, и, соответственно, эти лицензии также были приобретены для партнеров, и непосредственное обучение по данным программам, оно проводилось и продолжается эта работа. Следующий слайд, пожалуйста. Ну да, также вот у нас прогнозирование генерации ВИА. Сначала мы реализовали в прошлом году небольшой пилотный проект, и в продолжении этой работы уже 20 станций возобновляемых источников энергии подключаются, и эта работа в настоящее время ведется. По зонам ВИА на основе вот Least Cost Generation Planning были определены, во-первых, была определена методика, она была обсуждена значит, с ключевыми партнерами, вот, и затем определены зоны, предварительно определены зоны, тоже данный вопрос находится на рассмотрении у партнеров, у Министерства энергетики и КИГОК, и дальнейшая работа ожидается в этом направлении. Параллельно у нас ведется блок энергоэффективности на генерации. Что было завершено, это оценка потенциала энергоэффективности на ТЭЦ, на 3 ТЭЦ города Алматы. Были предложены порядка 25 мер по энергоэффективности. По определенным конкретным мероприятиям разработаны бизнес-планы для энергоэффективных проектов. И на сегодняшний день, смотрю, ошибку вижу, на сегодняшний день эта работа продолжается уже на павлодарских ТЭЦ, то есть у нас поступил запрос от акимата Павлодарской области, и данная работа проводится на павлодарских ТЭЦ 2 и 3 и Кабестузской ТЭЦ. Отдельный блок — это по образованию в области ВИА. Уже 3-й год мы активно сотрудничаем с АОСом, Алматинским университетом. Заключен был меморандум о поддержке, значит, образования в области ВИА, и на базе этого университета была создана определенная региональная платформа для сотрудничества как студентов, как преподавателей
вузов, технических вузов Центральной Азии. То есть у нас прошло достаточно много уже общих учебных семинаров с приглашением представителей вузов Центральной Азии. И был разработан учебный курс по возобновляемой энергетике, который сейчас, в зависимости от рабочих учебных программ разных вузов, они внедряются в той или иной степени в разных вузах Центральной Азии. Ну и, естественно, поддержка женщин в энергетике. Мы получили хорошие, как сказать, отзывы по знакомительным турам, которые мы организовывали в 2019 году, в 2018 году по нашим казахстанским станциям, на солнечные и ветровые электростанции. Несколько раз мы организовывали такие обучающие туры и семинары. Следующий слайд. Ну и непосредственно по руководству, да, в рамках нашей работы по поддержке аукционов мы уже 3-й год совместно, значит, со всеми партнерами ключевыми, КИГОК, Минэнерго, Казахинвест, вот, РФЦ, КУРЭМ, мы совместно разрабатываем данное руководство для инвесторов, которое включает вот следующие ключевые разделы. Развитие, значит, возобновляемой энергетики в Республике Казахстан, то есть основные целевые показатели, это определенная статистика текущая, затем, значит, аукционные торги раздел, договор покупки электроэнергии от возобновляемых источников энергии, оформление права на земельный участок, разрешение на специальное водопользование и проведение проектно-изыскательских работ, порядок подключения к электрическим сетям, предпроектные процедуры и проектирование, АВОС, экологические разрешения, затем раздел по СМР, строительно-монтажные работы и вопросы сдачи объекта в эксплуатацию, государственная регистрация права на построенный объект возобновляемых источников энергии, АСКОЭ, комплексное испытание процедуры проведения комплексного испытания электроустановки и приемка в эксплуатацию. И вопросы эксплуатации объектов ВИА. И в приложение мы включили все те на сегодняшний день действующие типовые договора и основные нормативные правовые акты. Следующий слайд. Изменения в руководстве для инвесторов на 2020 год. Но сегодня о них уже было сказано, я просто вкратце обозначу. Это вот обновленная статистика по ВИА на 2020 год, по-моему, за первый квартал, да, у нас там включено. Затем результаты аукционов 2018 года, 2019 года. Статистику добавили по результатам аукционов. Представлен график аукционов на 2020 год. Внесены соответствующие изменения в процедуру аукционов, о котором сегодня говорили, в процедуре по проектам ГЭС и БИОС. Ну и сегодня также было озвучено по сроку реализации проекта ГЭС 60 месяцев. И, соответственно, обновленный договор покупки электроэнергии, он у нас включен в приложение. Данное руководство вы можете найти на сайте, вот здесь указан в правом нижнем углу, это ptfcar.org, это сайт нашего проекта, и также на английском языке он переведен, он также размещен на нашем сайте, и мы разослали всем нашим партнерам, и они размещены, руководство размещено на сайтах Министерства энергетики, КУРЭМ, РФЦ, и я думаю, все инвесторы можете скачать этот документ там. Хочу сразу оговориться, что документ, он максимально отражает все нормативно-правовые, нормативно-технические акты и процедуры по реализации проектов в Казахстане. Но, как вы понимаете, он, конечно, не заменяет сами нормативные правовые документы. В случае, значит, возникновения каких-либо вопросов и сомнений, конечно, нужно всегда обращаться к первоисточнику, это нормативно-правовой и нормативно-технический документ. А так, в целом, мы постарались максимально собрать всю полностью информацию в одном документе, чтобы для инвесторов, во всяком случае, как в одном документе все основные положения были включены. Ну
Ну, у меня, в общем-то, все. Думаю, следующий слайд. Да, все, спасибо. В случае возникновения вопросов готова ответить. Благодарю вас, Баян. Действительно очень важный документ, которым мы пользуемся при информировании инвесторов. Он размещен на сайте Казахинвеста также на русском и на английском языках. Как мы обсуждали ранее, в прошлом году впервые были проведены проектные аукционы с разработанной проектной документацией, и разработка документации для данного типа аукциона была проведена в рамках программы UNDP-GEF «Инвестиции в возобновляемые источники энергии». Эксперт данной программы, который непосредственно был вовлечен в данный процесс, Ерлан Дайырбеков, сегодня поделится своим опытом. Ерлан, прошу вас. Добрый день, Илья, меня слышно, надеюсь? Да, все слышно, замечательно, спасибо. Спасибо организаторам за возможность выступить и поделиться опытом, который мы наработали в прошлом году, как уже отметил Илья, при подготовке пилотного проектного аукциона мощностью 50 мегаватт солнечной станции. Я сейчас запущу презентацию небольшую, не буду отнимать много времени. Ну и сразу приступлю, наверное, к второму слайду. Это те моменты, вот в ходе разработки документации, те моменты, на которые необходимо было сконцентрироваться, чтобы максимально возможно на текущей стадии, я имею в виду на стадии предпроектной документации, закрыть технические вопросы и технические неопределенности, которые позволяют инвесторам и девелоперам оценить свои риски, связанные с реализацией проекта, и тем самым предоставить наименьшую возможную стоимость за киловатт-час электроэнергии. Ну, вы видите, да, что здесь основные параметры мы определили в ходе разработки. Это, понятно, оценка выработки электрической энергии, потому что на нее завязана финансовая модель проекта непосредственно. Потом резервирование земельных участков как под строительство будущей станции, так и под строительство непосредственно линии электропередач для выдачи мощности будущего объекта. Потому что эти два самых главных таких момента, которые необходимо очень детально отрабатывать с местным акиматом, либо в случае, если это земельный участок в частной собственности, то непосредственно с частником, с владельцем данного участка. Ну и еще один главный момент есть, это как раз-таки обсуждение с местным населением будущего концепта проекта. Потому что местное сообщество, местное население, их нужно информировать, их нужно ставить в известность, что предполагается строительство, планируется строительство такого-то объекта, что это даст для местного населения, какие могут быть риски, связанные с этим строительством. Все эти моменты необходимо проговаривать на стадии планирования, потому что иначе они могут, в принципе, и были известны случаи, что потом в ходе уже реализации проекта, непосредственно строительства, местное население просило какие-то там дополнительные моменты, которые нужно было учесть. Вот это опять же все влияет на финансовую модель проекта. Вот. Ну и непосредственно еще один главный момент – это выезд на местность, так называемая инспекция самой площадки, инспекция непосредственно технических объектов инфраструктуры, которые планируется подключение будущего проекта. Потому что это те самые моменты, те самые точки важные, которые необходимо помнить и учесть в проектировании, будущем проектировании. Сейчас, минуточку. Ну и вот, в принципе, я уже об этом говорил. Здесь необходимо отметить, что земельный участок, который был выбран в прошлогоднем проекте, первоначальный выбор, который был сделан акиматом района, он не подошел в силу ряда причин, по нему просто проходили линии электропередач. Ну и, в принципе, вот этот момент, он был достаточно рано замечен проектировщиками, и практически на месте там была изменена конфигурация самого участка и расположение участка. Благо, рядом находился соседний участок, который также был в собственности акимата, и, в принципе, там произошло резервирование земельного участка в течение недели, наверное, просто был обмен письмен. Но это главный момент, это один из таких главных моментов, на которые необходимо обратить внимание, и которые
и которые, в принципе, практически невозможно решить, там, не выезжая на место. Потому что, допустим, сидя где-то в кабинете, непонятно, там, где там этот участок находится и что по нему проходит. Вот эти все такие технические вещи, они должны быть решены на месте. Либо проектные команды, там, либо команды проектировщиков. Вот. Ну и еще один главный момент, также, с которым мы столкнулись, это выбор будущей трассы ЛЭП для выдачи мощности данного проекта. Вы видите здесь на рисунке, есть фотографии. Несколько вариантов линий было предложено, почему несколько, потому что здесь опять же есть неопределенность такая, что детализировать трассу, точнее прохождение линий на данной стадии разработки документации практически невозможно, потому что необходимо там делать привязку к местности, там координаты выбирать и так далее. Поэтому было предложено несколько вариантов в силу того, что линии, которые существуют и которые там планировалась новая линия строительства, они проходили и проходят там через участки так называемого сельскохозяйственного использования. Поэтому, чтобы вот этот риск минимизировать максимально возможно, мы предложили несколько вариантов, точнее было проектировщикам предложено несколько вариантов прохождения линий, и которые, в принципе, были обозначены в схеме выдачи мощности, что я надеюсь, позволило дать какой-то комфорт будущему, текущему, точнее, инвестору, который реализовывает этот проект в Туркестанской области. Ну и еще один немаловажный аспект, точнее фактор неопределенности, так называемый, это как раз-таки подготовка и проведение общественных слушаний. Потому что заранее неизвестно, как общественные слушания могут пройти, в каком ключе, в позитивном, непозитивном ключе. И эти моменты, они как раз-таки влияют, все это вкупе как раз-таки влияет на факторы, называемые неопределенности, в том числе там, технические моменты, технические аспекты, которые позволяют инвестору оценивать эти риски, оценивать и закладывать финансовую модель, соответственно, на выходе дает возможность предоставить наименьшую возможную стоимость за киловатт-час электрической энергии. А вот здесь я бы хотел поблагодарить еще отдельно Министерство энергетики, что данная практика подготовки этих пилотных аукционов, она продолжена в текущем году. Также надеюсь, что те проекты, которые были презентованы ранее коллегами из РФЦ, будут успешно разыграны, выставлены на аукционе, разыграны среди инвесторов, девелоперов в декабре текущего года. И еще хотелось бы отметить, что в текущем году программа развития ООН запустила меры финансовой поддержки и стимулирования для проектов ВИЭ. Единственным ограничением, точнее, двумя ограничениями по возможности использования данной поддержки, финансовой поддержки, является максимальная мощность проекта для цели выработки электрической энергии это 3 мегаватта, для цели выработки тепловой энергии 1 мегаватт, ну и стоимость проекта. То есть, в принципе, на текущий момент малые проекты гидростанций, допустим, мощностью 2-3 мегаватта, потенциально можно рассматривать на предмет использования данной финансовой субсидии. Финансовая субсидия, финансовый механизм были запущены совместно с партнерами, с партнером Фондом развития предпринимательства ДОМУ. Вся информация, в принципе, находится на сайте ДОМУ, как можно воспользоваться, кто имеет право воспользоваться данной финансовой поддержкой. Вот, и мы думаем, что, вот опять же повторюсь, что проекты гидростанций, малые гидростанции, там, биостанции, в принципе, могут быть рассмотрены на предмет возможности получения данной субсидии. В принципе, у меня все на этом. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо большое, Ерлан, что поделились своим опытом. Действительно, поддержка via UNDP очень существенная и последовательная, я бы сказала. Благодарю вас за ваше выступление. Уважаемые коллеги, в рамках своей презентации сегодня я бы хотела обсудить с вами инвестиционные преференции, которые существуют для отрасли возобновляемых источников энергии. Так, секунду, сейчас.
Для начала я бы хотела рассказать немного о деятельности компании, которую я представляю, в частности, по поддержке инвестиционных проектов, в том числе в области ВИА. После чего я бы хотела обсудить инвестиционные преференции, которые существуют для проектов ВИА. Итак, в рамках своего мандата компания выступает... Можно следующий слайд, пожалуйста? Компания выступает в роли единого переговорщика от имени правительства по вопросам инвестиций. Мы имеем достаточно широкую сеть региональных и зарубежных представителей и оказываем полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов по принципу одного окна, то есть от идеи до ее реализации, а также поддержку проектов в постинвестиционный период. Следующий слайд, пожалуйста. Казахинвест также занимается подготовкой готовых инвестиционных решений для инвесторов. В настоящее время наша компания предлагает конкретный перечень порядка 114 проектов в различных отраслях. Совместно с международными консалтинговыми компаниями для каждого из этих проектов были разработаны тизер, бизнес-план и финансово-экономическая модель для дальнейшего таргетирования инвесторов. И полагаю, самая важная часть следующего слайда – это как раз-таки поддержка именно инвестиционная. В соответствии с законодательством Республики Казахстан существует 3 вида проектов. Это инвестиционный, инвестиционно-приоритетный и специальный инвестиционный контракт, в соответствии с которыми юридические лица, ведущие реализацию инвестиционного проекта, могут заключать контракт на предоставление преференций. Инвестиционными преференциями являются преимущества адресного характера, предоставляемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а именно тем компаниям, которые осуществляют реализацию инвестиционного проекта, либо лизинговым компаниям, импортирующим в рамках реализации инвестиционного проекта технологическое оборудование на основании договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан, которые реализуют данный инвестиционный проект. В феврале 2020 года отрасль ВИА была включена в список приоритетных видов деятельности. Соответственно, инициатор проекта, можно следующий слайд, пожалуйста, который реализует проект в области ВИА, имеет право на инвестиционные преференции, которые предоставляются в рамках инвестиционного либо инвестиционно-приоритетного проекта, который заключается с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан в области ВИА, скажем, да, для реализации инвестиционного проекта, скажем, в области ВИА. Итак, инвестиционно-приоритетный проект, он отличается от инвестиционного проекта суммой инвестиций. Так, например, при создании нового производства сумма должна быть не менее 2 миллионов МРП. Эквивалент в долларах США порядка 13 миллионов, а при расширении действующего производства не менее 5 миллионов МРП, либо 32 миллиона долларов США. Курс при этом мы используем порядка 430 тенге за доллар. Также следует отметить, что доля участия или субъекта квазигосударственного сектора для юридического лица, реализующего инвестиционный проект в качестве учредителя или акционера, не должна составлять более 26%. При этом срок участия в качестве учредителя либо акционера должна быть не более 5 лет с даты регистрации инвестиционного контракта. Инвестиционная деятельность также не должна осуществляться в рамках договора ГЧП, в том числе договора концессии. Итак, касательно мер государственной поддержки. Как я говорила, они зависят от вида инвестиционного проекта. При реализации инвестиционного проекта заявитель может претендовать на таможенные льготы, освобождение от импорта от НДС, импорта сырья и материалов предоставляется на срок в течение 5 последовательных лет, начиная с 1 числа месяца, в котором введены в эксплуатацию фиксированные активы, которые предусмотрены, соответственно, в рабочей программе. В случае, если рабочей программой предусматривается ввод 2 или более фиксированных активов, исчисление срока освобождения от уплаты НДС импорта сырья и материалов производится начиная с 1 числа месяца, в котором введен в эксплуатацию первый фиксированный актив по рабочей программе.
Также компании могут претендовать на получение государственного натурного гранта. Следует отметить, что максимальный размер государственного натурного гранта в соответствии с законодательством не должен превышать 30% от объема инвестиций в фиксированные активы юридического лица. При реализации инвестиционно-приоритетного проекта в сфере ВИЭМ можно получить практически все виды преференций, кроме освобождения импорта от НДС. Говоря более детально о пакете инвестиционных преференций, в рамках инвестиционно-приоритетного контракта следует отметить преференции по налогам для создания новых производств, освобождение от уплаты корпоративно-подоходного налога сроком на 10 лет, земельного налога сроком на 10 лет, и налога на имущество сроком на 8 лет. Для расширения и обновления производств предоставляется освобождение от корпоративного подоходного налога сроком на 3 года. Теперь следует упомянуть сроки рассмотрения документов на предоставление инвестиционных преференций. Процедура оказания государственных услуг занимает 35 рабочих дней с момента подачи пакета документов в Комитет по инвестициям и 27 рабочих дней с момента подачи документов на портал e-License. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Спасибо. В целях дальнейшей поддержки развития проектов в области ВИЭ Казахинвест предоставляется поддержка в заключении инвестиционного контракта на получение инвестиционных преференций, также поддержка инвесторов при работе с государственными органами, также предоставляется проведение консультаций и разъяснений по мерам государственной поддержки. Также проводится таргетирование иностранных инвесторов путем проведения и участия на международных мероприятиях инвестиционного характера. Также, принимая во внимание текущие условия, проведения вебинаров, проведения различных мероприятий, которые всячески способствуют привлечению инвестиций в Республику Казахстан и информированию инвесторов по механизму функционирования ВИЭ в РК. Также, естественно, мы очень рады приветствовать инвесторов на аукционных торгах по ВИЭ. На сегодняшний день при поддержке Казахинвест реализуется порядка 13 проектов, в области ВИЭ на сумму порядка $1 миллиарда США. Сейчас я бы хотела закончить свою презентацию и перейти к сессии вопросов и ответов. Сейчас я бы хотела также зачитать, попрошу участников вебинара отключить ваши микрофоны. Благодарю вас. Сейчас буду зачитывать вопросы и попрошу коллег присоединиться к дискуссии и помочь с ответами на вопросы. Итак, первый вопрос. Вопрос поступил от Ильяса Мухамеджанова, в котором он просит: уточните, пожалуйста, типовые формы по подключению к сетям. Они отменяют технические условия? Алия, давайте я начну, прокомментирую. Типовые формы по подключениям к сетям – это инструмент, который был предложен для объектов возобновляемой энергетики. Они не отменяют технические условия. То есть по закону об электроэнергетике все объекты генерации обязаны разработать схему выдачи мощности, если свыше 5 мегаватт, и получить технические условия. В случае, если меньше 5 мегаватт, то схему выдачи мощности разрабатывать не надо, но технические условия они обязаны получить. Типовая форма договора, она была утверждена 27 июля 2016 года, номер приказа 343. Здесь есть представитель КИГОКа. Если есть что добавить, пожалуйста, Асель, добавьте. Асель Абилхасова. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Абилхасова Асель, департамент развития. В целом, пока все как есть. Добавить нечего. Спасибо большое, коллеги.
Следующий вопрос у нас поступил от Жанны. Какие основания на выдачу земельного участка для строительства ВИЭ? И сейчас местные исполнительные органы проводят земельные аукционы. Как-то так обозначен вопрос. Какие основания на выдачу земельного участка для строительства возобновляемых источников энергии? Я думаю, здесь надо все-таки, чтобы уполномоченный орган в области земельных отношений. Давайте мы на следующий вебинар. Во-первых, ответ на этот вопрос мы разместим в разделе организатора аукциона «Вопрос-ответ». Обязательно разместим письменный ответ и получим полностью консультацию у уполномоченного органа по земельным отношениям и у Акимата. Я думаю, Казахинвест, который в регионах тоже представлен, нам поможет ответить на этот вопрос. Обязательно окажем содействие. Следующий вопрос от Жупара Бетиманова. Необходимо ли согласовывать технические условия для объектов ВИЭ мощностью до 5 мегаватт САО «Кигок»? Асель, ответьте, пожалуйста. Здравствуйте. Технические условия необходимо согласовывать с системным оператором. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Добрый день. Где можно найти список действующих возобновляемых источников энергии в Казахстане с мощностями? После определения победителя и завершения всех административных вопросов, где размещается информация о вводе в эксплуатацию объектов, так как после определения победителей не совсем ясно, реализован ли проект или нет? Я прокомментирую. У нас есть на сайте Министерства энергетики перечень энергопроизводящих организаций ВИЭ. Отдельный перечень те, которые работают по фиксированным тарифам, отдельно по аукционной цене, там они подряд идут, ниже спуститесь. И введенные в эксплуатацию объекты, они выделены жирным цветом, напротив них статус написано «введены в эксплуатацию». Те, которые не введены в эксплуатацию, они в этом перечне тоже присутствуют, но их статус не введен в эксплуатацию. Посмотрите, на перечень энергопроизводящих организаций на сайте Министерства энергетики есть. Если не найдете, то мы ссылку можем всем дать через Казахинвест. Спасибо большое. Следующий вопрос. Подходит ли Сбербанк Казахстан под финансовое обеспечение для участия? Полагаю, вопрос к РФЦ. Касательно выпуска банковской гарантии Сбербанк, в соответствии с постановлением правительства в соответствии с правилами установлены критерии для банков, и на сегодняшний день Сбербанк подходит под данные критерии, и банковские гарантии от данного банка принимаются. И следующий вопрос, также к РФЦ. Будет ли ежегодная индексация цен и тарифов, если обязательства будут в тенге, а не в валюте? Задает этот вопрос Алмаз Уленов. Спасибо за вопрос. Касательно индексации. В постановлении правительства установлены две формулы, и в случае, если в проекте не используются кредитные обязательства в иностранной валюте, то индексация проводится ежегодно на уровень индекса потребительских цен. Следующий вопрос. Какова процедура замены стороны или передачи прав обязательств по PPA? Есть ли упрощенный порядок для некоторых сценариев? Задает вопрос Роман Шаклейн, если я правильно произнесла. Разрешите ответим. Расчет финансцентра. Касательно процедуры переуступки прав и требований по заключенному договору PPA, порядок установлен правилами. Необходимо будет заменить банковскую гарантию на нового заявителя, и подписывается между расчетофинансцентром, действующим заявителем по PPA и новым участником трехстороннее соглашение, которое вступает в силу после выпуска банковской гарантии. Таким образом, данная переуступка осуществляется в рамках заключения дополнительного трехстороннего соглашения. Спасибо большое, Женес.
Следующий вопрос. Задает вопрос Яков Мартин. Планируется ли пересмотр предельных аукционных цен, а именно на БиОЭС? Согласно правил, которые у нас разработаны по правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен, на последующие годы тарифы как бы пересматриваются с учетом результатов аукционов предыдущего года. Поэтому в зависимости от того, какой результат мы получим в этом году на аукционах в ноябре-декабре, в зависимости от этого будут пересматриваться, либо не пересматриваться тарифы на следующий год. Спасибо. Следующие два вопроса от Сергея Сафонова. Первый вопрос. Для аукциона 15 мегаватт без документации из категории малых у заявителей есть участок 20 мегаватт. Может ли он указать один документ на участие 10,5 мегаватт? И следующий вопрос. Справка про 20 лет на PPA. Подразумевается ли пересмотр уже для отобранных и реализованных проектов? Если да, как будет пересматриваться? То есть первый вопрос по аукционам 15 мегаватт, то есть можно ли их разделить на 10,5 мегаватт? И следующий вопрос — это касательно внесения изменений в законодательство и продления PPA сроком на 20 лет. Будут ли они также распространяться на отобранные проекты, либо реализованные проекты, и каким образом будут вноситься данные изменения? Относительно 15 мегаватт малой генерации, ну, давайте я отвечу, если организатор аукциона молчит. Если это малая генерация, то единичная заявка не может превышать 10 мегаватт. Поэтому одной заявкой 15 мегаватт вы технически не сможете подать. Поэтому ваш проект, ваши заявки, это будут две заявки, один на 10 мегаватт, один на 5 мегаватт. И, соответственно, и земельный участок, и точка подключения это будут разные. Можно пояснить вопрос? Слышно меня? Да. Да, пожалуйста. Вопрос про то, что есть земля на 20 мегаватт. И при регистрации, да, необходимо указывать документ на землю. Могу ли я одним документом, который большой землей, один документ указать и на 5, и на 10 мегаватт? То есть, грубо говоря, если я отберусь и там, то построить это все в одном месте. На одной земле, которая с лихвой покрывает площадь. Давайте, Сергей, мы с организаторами аукционов и с системным оператором проведем консультацию и обязательно ответим на ваш вопрос письменно на сайте организатора аукциона КУРЭМ. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, участники семинара, Татьяна Пареничкина, КУРЭМ. В отношении вашего вопроса можно я добавлю? Если вы будете участвовать в аукционе по малым проектам ВИЭ, нужно понимать, что в данных проектах вы можете подать заявку максимальной единичной мощности до 10 мегаватт включительной. Это раз. Второй вопрос касательно вашей заявки. Если вы подадите бумагу, и в этой бумаге будет написано, что у вас один земельный участок, эта информация будет служить основанием, если вы победите, для включения в реестр победителей. И здесь нам нужно будет уточнить непосредственно с организациями, которые вам выдают, с акиматом, как в дальнейшем и как будет в дальнейшем заключать с вами договор расчетно-финансовый центр, если у вас это будет один документ. И при приеме этого документа мне в КУРЭМ я буду видеть, что у вас один документ, не два документа. То есть, если можно, мы данный вопрос технически отработаем с акиматами, а также с КИГОКом. Каким образом? Видимо, у вас и по точке подключения та же история, что у вас одна точка подключения или нет?
Ну, да, с точки подключения тоже, по сути. То есть этот вопрос, пожалуйста, вот конкретно изложите ваш случай, что у вас, чтобы мы вам могли дать точный ответ, каким образом будет рассмотрена ваша ситуация еще. Давайте его отработаем до момента подачи документов для участия в аукцион. Просто землю, да, там получать дольше, да, там, допустим, через технические условия, ну, относительно 5 мегаватт. Ну, хорошо, я тогда вопрос подготовлю, как мне его направить? Вы можете вопрос оставить либо нам на сайте официально, на сайте организатора аукционных торгов. И, наверное, это будет правильно, потому что вдруг вот в чате ваш вопрос потеряется. Либо можете написать мне на электронную почту. Если у вас есть моя электронная почта, если нет, я здесь внизу сейчас напишу свою электронку. Можете мне отправить по электронке, как вам удобно. Да, хорошо, спасибо. Относительно 20-летнего срока PPA распространяется эта норма, ну, будет распространяться только на будущие проекты. Все PPA, которые уже заключены на 15 лет, они так и будут работать по 15-летнему сроку. К этому аукциону они будут уже применены? Как рассчитывать уже доходность? Да, вот, Сергей, пока этот вопрос открыт, норма еще обсуждается в Мажилисе. Мы ожидаем, что к октябрю эта норма уже будет в Сенате, и уже к концу года законопроект будет уже подписан у главы государства. Но до проведения аукциона, ну, как минимум за месяц, мы уже вам текущий статус скажем, чтобы вы тоже понимали, потому что с момента, когда вы выиграете аукцион ноябрь-декабрь, до момента подписания PPA-контракта, это уже будет январь 2021 года, и уже эта норма будет действовать. Поэтому здесь вот чисто технические моменты. В течение 2 месяцев, сентябрь-октябрь, я думаю, ну, наверное, где-то вот в этот промежуток времени мы сможем вам сказать, будет эта норма действовать или нет. Да, спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос от Дархана Шаяхметова. Как было озвучено, что делается ставка на гидроэлектростанции? У нас вопрос, будет ли пересматриваться тариф для ГЭС свыше 10 мегаватт, поскольку тариф 15,48 тенге и ниже не позволяет окупить инвестиции за 15 лет. Также строительство занимает до 5 лет, но при этом тариф не индексируется за этот период времени. Относительно тарифов, они все опубликованы, предельные аукционные цены, и они являются неотъемлемой частью графика проведения аукционов. Как для крупных, так и для малых гидроэлектростанций тариф уже установлен. Спасибо большое. И несколько еще вопросов. Это Мурат Рахимжанов. Есть ли преференции для отечественных солнечных батарей, изготавливаемых из казахстанского кремния? Нет никаких преференций, согласно закону о поддержке ВИИ, сейчас нет. Следующий вопрос от Надира Алпиисова. Есть ли проблема нехватки балансирующих мощностей для ВИА в этом году? Может ли она стать реальным препятствием в реализации проекта мощность больше 10 мегаватт? Относительно маневренных мощностей и перспектив развития системы, мы в рамках законопроекта, который сейчас находится в Мажилисе, нормы по маневренной мощности, они тоже там есть, и мы надеемся, что как только будут нормы уже введены в законодательство, уже будет ясность по потенциалу и по инвестиционной привлекательности для инвесторов маневренную мощность. Поэтому мы не ожидаем, что для существующих проектов, либо для проектов, которые мы сейчас выставляем на аукцион, что для них будет риск. Единственное, конечно, вы должны понимать и с трезвой головой согласовывать схемы выдачи мощностей и подключения, и как бы в рамках той работы, которую делают проектные организации, схема выдачи мощности, надо ответственно подходить к точке подключения, поскольку не все регионы Казахстана однородны в плане принятия мощности.
Я думаю, если у Гока есть комментарий, то может еще добавить. Разрешите добавим от РФЦ касательно возможных ограничений. В соответствии с законодательством РФЦ осуществляет функцию провайдера баланса для производящей организации ВИИ, в связи с чем хотелось бы отметить, что необходимо предусматривать меры при проектировании по прогнозированию, качественному прогнозированию выработки электростанциями, закладывание более точных графиков в суточный график и соответствующих корректировок в течение периода диспетчерского графика. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос от Жалгаса Арына. Когда будут проходить следующие аукционные торги в 2021 году? Добавите ли вы западный регион, я полагаю, Казахстана по ветроэлектростанциям? Аукцион 2021 года по мощности примерно будет, как в этом году, на 250 мегаватт. А в части западной зоны мы при принятии совместно с системным оператором будем смотреть. Если там пропускные способности сети позволяют, тогда график мы обязательно включим в западную зону. Спасибо большое. Еще один вопрос, последний, я полагаю, от Армана Султашева. Имеется земля в Жамбулской области, проект более 30 мегаватт, есть согласование с АО КИГОВ. Будет ли аукцион на эту мощность в этой зоне ветроэлектростанции? Аукцион этого года в части ветровой станции у нас 50 мегаватт 24 ноября ожидается, и при 30 мегаватт там можно участвовать. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Еще раз напомню, что все презентации, все материалы, включая видеозапись данного вебинара, будут размещены на нашем веб-сайте. Вы всегда сможете ознакомиться со всеми деталями, которые мы сегодня здесь озвучили. Кроме того, вопросы, они еще поступают, поэтому я полагаю, что на них мы дополнительно ответим. В каждой презентации на последнем слайде есть контакты. В рамках данных контактов вы можете всегда написать вопросы спикерам мероприятия, после чего мы обязательно предоставим вам ответы. Здравствуйте, я извиняюсь, уже несколько раз несколькими участниками задавался этот вопрос. Будьте добры ответить, что происходит с победителями торгов, которые не заключили, могут ли проигравшие в тех торгах участники рассчитывать на подписание PPA вместо того победителя, либо будут ли повторно торги проходить? Согласно правил, победители аукционов заключают контракты, вернее, их включаем в перечень энергопроизводящих организаций, расчетно-финансовый центр дальше заключает с ними контракт PPA. Если победитель не подписывает PPA-контракт с проигравшими, ни с кем мы подписать не можем. Значит, этот объем торгов, он переходит на следующий год. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопросы и ответы. Позвольте от имени Казахинвест выразить искреннюю благодарность всем спикерам и участникам сегодняшнего вебинара. Большое вам спасибо за участие в данном вебинаре, посвященном аукционным торгам по ВИЭ в 2020 году. Мы с нетерпением будем рады ждать встречи с вами на аукционных торгах. Спасибо большое за ваш интерес, и последующие вебинары также будут проходить, их еще 3. Будем рады вас видеть с вашими вопросами и надеюсь, что данный вебинар был полезен. Добрый день еще раз, спасибо большое. С точки зрения. Спасибо большое, всего доброго. Добрый Алия, еще какой-то вопрос есть? А вот последний вопрос я написал, если можно, ответьте, пожалуйста, если очень крупные проекты, от 500 до 1000 мегаватт по ветру, как вы рассматриваете такие проекты? Как участвовать в них, если можно вообще такие? Просто мы смотрим по
так скажем, объемом достаточно небольшие, которые резервирует министерство. Относительно стратегии дальнейшего развития аукционного механизма на последующие годы, мы уже второй год подряд держим объем 250 мегаватт, и я думаю, в следующем году мы будем также выставлять 250 мегаватт, поскольку мы идем поступательными, осторожными шагами. Связано это не только с тем, что достаточно сложный процесс отбора и так далее, но еще это связано и с энергосистемой, с не такой гибкой системой и с проблемами системного оператора, которые в будущем, возможно, будут иметь место. Поэтому для того, чтобы снизить эти риски, мы все-таки выставляем на аукционы меньшие объемы. И пока в системе не появится маневренных мощностей, серьезных объемов, больших объемов возобновляемой энергетики мы не имеем возможности интегрировать. Спасибо. Спасибо. Еще, наверное, тогда уж последний вопрос от Румины Аскар КЗ. Подскажите, есть ли возможность ознакомиться с вносимыми сейчас правками в закон ВИА, который сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе? Если да, то где опубликован данный документ? Это последний вопрос. Поскольку это депутатская инициатива, у нас нет опубликованного законопроекта, мы сейчас проработаем с депутатским корпусом, где именно у них, на какой площадке опубликовано и обсуждается этот законопроект. Потом на сайте дадим, в разделе «Вопрос-ответ» дадим ответ на этот вопрос. Спасибо. Всем спасибо еще раз за интерес и спасибо большое всем спикерам и участникам данного вебинара. Хочу пожелать всем удачного вечера. Всего доброго. До встречи на новых сессиях вебинара. Алия, подскажите, следующий вебинар какого числа будет, чтобы участники тоже понимали? Да, но информация по данным вебинарам, она размещена во всех социальных сетях. Следующий вебинар мы ожидаем 24 сентября. И последующие 2, 8 и 22 октября. Данные вебинары будут проходить для того, чтобы подготовить всех участников к предстоящим аукционным торгам. Первые аукционные торги, как мы все знаем, состоятся как раз-таки в ноябре текущего года. Будем рады видеть вас всех на следующем вебинаре 24 сентября. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.